Приветствую, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно». Мы находимся на Ленских столбах и почему-то собираем камни. Костя, привет! Привет, Скажи, Петя. пожалуйста, что мы делаем это? Но мы как бы собираем камни, мы должны собрать целое ведро, потому что сегодня мы будем готовить кое-что интересное, будем лопать вкусные ленские камни. Вот. Да ладно? Да, вот. Пока я не буду говорить. Прям как суп из топора, типа, да? Прям как из топора, но железо стоит нынче дорого, поэтому как бы камней как бы сколько Ага. хочешь. Главное как бы подобрать нужного такого жирненький кусочек камня хорошего. Размеров, да? Размером, ага. Ну давай, что делать-то? Ну все, еще сейчас пособерем, чуть посмотрим и пойдем. Хорошо, Давай. давай. Тихо не водится очень много, нормально. Еще раз приветствую, друзья! Мы находимся в турбазе Ленские столбы, как я уже до этого упомянул, и к нам сегодня в гости пришел мой коллега Константин Стручков. Костя, привет, 100 лет, всем 100 лет привет, студим. не говори. Да, познакомься, пожалуйста, с Семеном Тарбаковым, Семен, мой постоянный очень приятно. соведущий. Константин. Да, мы все-таки собрали наши камни. Да, мы собрали наши камни. Что будем делать? Что за загадка такая? Смотрите, ребята, да, я хотел сделать суп из топора, но я не нашел... Достаточное количество топора. Да, топоров здесь маловато. Ага. Здесь есть кругом одни красоты и очень много камней. Сегодня мы будем готовить как бы такое одно блюдо из камней. Надо найти камушки такие интересненькие, разных цветов. Почему мы камни берем? Потому что они должны быть очень вкусные и жирненькие. Худеньких и таких мы не берем. Ага. Ну, я смотрю, они, как всегда, практически на подборе, такие плосенькие, да? Они, да, вот, они плосенькие, потому что мы сейчас будем готовить монгольское блюдо, называется хордог, вот. Хот-дог? И хордог, да, хордог. Хот-дог. Вот. Хот-дог, Вот. так. Это по-другому называется еще любимое блюдо Чингисхана. Вы А. понимаете, когда кочевники, когда великий полководец шел там походом куда-то на войну, ему нужно было накормить свою армию, свою свиту, и вот ему придумали такой способ приготовления мяса. Когда обоз идет большой, за ними идет большая отара, овечки, барашки там. И у них же не было большой посуды, утвари всякой. Вот они как бы придумали такой очень простой, но очень сытный, яркий, очень вкусное получается мясо, такое нежное. Так, ну если монгольское, я так полагаю, очень много мяса. Ну и, соответственно, очень много мяса, да? А почему именно это блюдо? Очень много мяса. Почему это блюдо? Когда предложение поступило там, приготовьте что-нибудь, Константин, для нас, для гостей. Я думал. Я хотел, честно говоря, сначала тыквенный суп приготовить, пюре, потому Так. что я очень люблю это как И бы ты, я смотрю, ты новинка моего сезона. Я очень полюбил тыквенный суп, пюре. Потом как бы подумал, все-таки мы как бы очень любим мясо, мы любим охотиться, рыбачить, и наши друзья и гости тоже все любят мясо, поэтому я решил как бы любимое блюдо Чингисхана приготовить. Так, понятно. Вот. Ну, давай, сколько времени, давай приступать. Да, мы сейчас как бы расскажу немножко историю, откуда и как появилось. Да, ты можно как бы разделывать Получается? Да-да-да, наш эксперт Семен, он стейками, как бы да, всё 2-3 знает, немножко сантиметра в объяснить. толщину, 2-3 сантиметра толщину, можно брать баранину, можно брать говядину. Ну вот примерно вот такие как Да, бы, у нас сегодня говядина. да, говядина. Получается вот такой распил прямой. Как раз толщина у нас подходит. Отличная, да. Размер тоже. Ага. Да, его Он такой стейки почистим. получается. Можешь передать, пожалуйста, мисочку побольше? Да, Вот я такой, пока такой, начну, да? Да, я начну хоп, пока мясо сюда складывать. а я начну рассказывать историю и укладывать наши волшебные. Надо с ними говорить, говорю, «Эй, передай свою энергию лучшую, Да, хорошую. то, что вот бла-бла-бла. говорил с камнями, он для Типа еды всегда того, говорил. да. В старину они, знаете, как делали? Вырывали яму, туда шкуру барашка, рядом большой костер делали, кидали все эти камни в костер, и когда они нагревались, в шкуру барашка, ну, допустим, вот это наша яма такая, туда они раскладывали всю стенку камнями плоскими, и туда мясо, лук, ну там, Ну да, что раньше есть у меня там. казана же не было, ну правильно. Да, и Ага. потом как бы камни, мясо, вот получается слой такой, пирог такой, камни, мясо, лук, какие-то там соль, перец, что нашли, то и кидали. Вот, сегодня у нас казан маленький, но я думаю, что у нас все получится, и мы, пожалуй, начнем. Начнем. Давай Начнем. начинать, потому что эфирное время не Салямчики. резиновое, я всегда это повторяю. Да, масло у нас где у нас растительное масло? Семена. Маслица Семен, подайте, передай. пожалуйста, спасибо. И тарелочку какую-нибудь. Вот эту мисочку, да? Мисочку, да. Мисочку держи. Ну, то есть масло, камни нужно, так скажем, Камни так, обвалять. обвалять надо в масле. Мы сейчас это быстренько сделаем. Перед этим, как бы сначала я забыл сказать, камни мы
тщательно моем. Ну да, я вижу, они уже мытые. Мы их помыли, вскипятили, тоже так, что все отлично. Выпаренные. Выпаренные, да, свеженькие. И раскладываем. Слушай, а имеет смысл, может быть, уже... Не-не-не-не-не. Не-не, сначала разложить все-таки, да? Все надо Ну делать, ладно, ладно. Ну, чтобы мяско получилось вкусненькое. Это Так. блюдо получается очень походное, да? Да, Особенно очень наши якуты походное. подходят, когда на рыбалку. Вот, Спокойно, правильно, да? Семен говорит, да, вот прям, Ну. да. Я Ну, думаю, посуды нашим нет, и камни есть, телезрителям раз и в понравится. дамке, Там короче. есть. Ну, сегодня посмотрим, какой он вкус имеет, такое мясо, приготовленное именно вот на камнях. Но у нас как бы ямы нет, мы сейчас нагреем камни. Они нагреваются очень сильно и очень долго держат тепло. Потом они потихонечку передают это тепло, и за счет Да, я этого как мясо физик как могу бы... сказать, это теплоемкость у них очень высокая. Шутка. Поэтому вот, же вот, массаж вот. делают еще вот так на спину кладут. Да. специальные Ну, сегодня мы не будем делать массаж. камни. Может, в конце это сделаем. Может быть. Покушаем и массаж. Ага. Будьте Будьте здоровы. здоровы. Будьте здоровы. Все это дело мы раскладываем. Можно снять крупничок. Хоп. 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 Сейчас, когда я определенное количество масла ко мне приготовлю, мы уже будем раскладывать. Еще масло. Еще масло давай, помогу. Еще масло. Еще масло. А, я перчатки не надел. Ну ладно. Хватит. Так. Вот так. Как дела, Семен? У нас Отлично. готово. Сейчас нам уже нужно будет. Уже Да. немножко нужно будет. Подожди, ты не нагреваешь, сначала все раскладывается, только потом, да, на огонь? Раскладываем, потом сейчас на огонь поставим и чуть-чуть, буквально чуть подождем, чтобы камни нагрелись. Всё. Давай, А поджигай. Закрывать крышкой надо? Надо, обязательно надо, чтобы Саид, мясо поджигай. томилось, да. Саид поджигает, да. Тебе тряпочку. Ага, спасибо. Это мы берем пока. Да, ну интересно это. Вот, получается. как бы я очень люблю ездить, стараюсь, ну, наверное, все любят ездить, попутешествовать, Ну. посмотреть, travel, приехал туда, приехал сюда, в соседний регион поехал, что готовите, к соседям зашел, что у вас вкусненько есть. Вот. И когда я приезжаю в какую-то другую страну, другой город, я всегда спрашиваю, что вы едите. Приехал к бурятам, национальные говорю, блюда. что у вас это? Давайте пойдем самое-самое как бы вкусное, самое найдем вкусного повара. Вот. И приходим, кушаем. Вот. Такая история. Слушай, в нашей передаче сложились традиции, да, нашей передаче 2 года, Ага. почти уже 2 года, да? Да. Традиции сложились, и одна из традиций гласит такая: как я дошел до жизни такой. Тебе Как я нужно дошел до рассказать такой будет жизни? себе, да. Ну, Расскажи, когда- пожалуйста, немножко о себе. Да, много Чьих времени будете? прошло. Миску можешь Чьих взять? крови будете, да. Много лет прошло, когда мы с тобой работали вместе. Вот, после того, как бы. Но было время, когда такая сложилась ситуация, мне нужно было уехать из Якутска, из Якутии. Подробностей не будем говорить, но вот я уехал. Я уехал на заработки. Я почувствовал, что у меня выросли крылья, я хороший профессионал, я решил себя попробовать на, ну, как бы в своей среде, в своем Маласе, конечно, ты крутой, да. А посмотреть поехать в другой регион. Сравнить, насколько А ты вдруг это не так, да? умеешь, а вдруг это не так. Но я поехал в Архангельскую область, такой Нарьян-Мар, есть такой город маленький, Так. где оленеводы живут, охотники. И там я начал работать, я там на телевидении работал, я телевизионщик, как бы. В 93-м году пришел в телевидение. Я знаю, и всё. ну вдруг кто не знает, да, Да. небольшая историческая справка. Мы с Константином работали в начале 2000-х, информационная программа «Саха-Сирия Якутия». Да, да. Константин был шеф-редактором и Ведущим, корреспондентом там. Лук надо почистить. Лучок надо почистить, их на 4 дольки. Да? Ага. Так, аккуратно. Вот, чем больше лука, тем лучше. Хорошо. Потому что слой мяса, слой лука, еще раз камни, мясо, лук. Вот. У нас он уже скворчит немножко. Скворчащая пошла тема. Ну да, подождем еще рановато. Вот, и приехал на Нарьян-Мар, я там делал, как бы молодежную программу делал корреспондентом, бегал, ходил, поработал. И примерно в то время я начал как бы серьезно интересоваться фотографией и серьезно начал снимать на видео. Слушай, ну я знаю, что ты фотографией, сниманием вообще всего, вообще занимаешься вообще чуть ли не с детства. Да, вот у меня, наверное, самый как бы первый контакт вот с этим, скажем, видом искусства, это папа мне когда подарил, я был маленький-маленький, я даже в школу, по-моему, не ходил. Конструктор такой, мы собрали фотоаппарат, там пленку надо было поставить. пленку Да-да, вот поставили, такая закрутили. планшета была, все там разобрано. Да, и это было очень интересно с папой, особенно когда По-моему, мальчик Лома сидит. называлась. Лома, по-моему, Лома называлась. Лома называлась, мы еще говорили, Лома, потому что ломается. Да. Вот, мы собрали, я сделал в своей жизни первые кадры. Черно-белые, ну потом было это волшебство, когда ты заходишь, красная лампочка зажигается, темная комната, все спят, мы с папой сидим, колдуем. Правитель Да, фиксаж. правитель, фиксаж, да, это давно забытые как бы
и химические вещества, которых, если спросишь у племеша или кого-нибудь, там, они говорят, что такое, что такое. Вот. И вот так я начал снимать. И снимаю до сих пор. Ну. Вот. Там поработал, тут поработал. Я потом поработал на японском телевидении, посмотрел, как они, потому что мне очень интересно было. Я съездил в Японию сначала, потом, когда появилась возможность поработать у них с японскими журналистами, я как бы сразу согласился, потому что еще не платили хорошо, и платили за мобильную связь. Если ты командировки едешь, давали хорошие командировочные, и всегда мне очень нравилось, что в холодильнике всегда была забита едой, холодильник, который в офисе стоит. Ну, И в ты офисе. мог брать сколько угодно, лопать там все, что Да-да-да. хочешь. Вот. Потом, после японцев, я поработал с корейцами, телевизионщиками. И у меня Блин, появилась возможность Всю Азию так, сравнить гастроли, там да? всем, да, и, Гастроли Стучкова. да, и параллельно я очень много ездил по Азии, по этим Таиландам, Вьетнамам, Северный, Южный, по Кореям, по всем разным вещам. И тоже как приезжаешь, ты сразу, что интересного, вкусненького у вас есть. Я ел там, ну, если вот так немножко похвастаться, там, акулы, верблюды, там, скорпионы, Черепахи никто не червячки, черепаший суп, там, что-то вообще. Ну, это как бы чисто по приколу, не реально там поймать, там, что-то там. Просто я, чтобы список пополнить, да, я съел крокодила, да, я съел Галочку этого. поставить. Галочку поставил, такой Понял. довольный. Ну, и фотку так какую-то сделать. Вот, до сих пор снимаю. После этого, после корейцев, я пришел подумал, что я, да, все нормально, хорошо. Я решил вернуться. Оказывается, все я умею, это Всё подтвердилось. умею делать, это все подтвердилось. Я вернулся на наше телевидение, я пришел на Первый канал, и как бы там работаю телевизионным оператором уже, ну, лет 10. Точно я не помню, ну, 10 Больше плюс-минус. 10 лет уже. Вот. Это дело мне жутко нравится, я прям все время даже как бы себя ругаю, я еду отдыхать, приехал в какую-то местность, там рыбу половить или просто посидеть. Ты начинаешь доставать телефон, снимать, ходить, и всех, кто рядом есть, я снимаю, я снимаю. Вот, я с собой это, беру. Как бы, Ну, профессиональный, это уже, этот, да, видимо, как... профессиональный перекос. Да, именно вот это, именно да. Вот. Когда ты не снимаешь, как будто Или, тебе... или как правильно говорили, да, просто деформация, да? Да, именно Сейчас так оно снимать. и есть. Вот. Снимаем все, что попадется. Все красиво ты увидел, ты снимаешь сразу. Ну, не знаю. Я поэтому купил телефон с огромной памятью, хотя сейчас есть облачные как бы хранилища и все такое. Но я люблю, когда памяти много, ты снимаешь. Там я могу поставить телефон, 20 минут снимает, я пошел там до конца. О, какие красоты там за нами. Вот. Да, вообще. И обратно Это вернулся. стоит отдельно вообще рассказывать. Ага, вот. Можно я лучше попробую, насколько он Ядреный. нет, хороший лучок. Хороший лук. Да. Вот. Сейчас можем раскладывать мясо, наверное. Пошла Ну, а что мы масло. закончили там? Ну, вроде как, да, вот работаю и приехал Мгм. в гости. Родную сторону я никогда не забываю. Приезжаю, звоню. Правильно. С кем могу, увижусь, с кем иногда прячусь, честно говорю. Потому что друзей много, родных много, я не всех успеваю. Приехал там на 10 дней, ты не успеваешь со всеми увидеться. Поэтому я приезжаю инкогнито, тихоря. Там посидел, Ну, только хорошо, сделал, что ты к нам улетел. приехал. Ну, пригласили, да. Хорошо, что ты к нам приехал, хорошо, что ты не отказал. Вот. Ага, вот опачки. Это получается, это блюдо прямо у тебя сила в памяти, да? Да. Я ездил в мае в Монголию. Мы там снимали Командировка. документальный фильм снимали про спорт Монголии. Федерация масс-рестлинга, кстати, якутская, она как бы пригласила, я поехал, с удовольствием согласился. И я посмотрел эту прекрасную страну Монголию, я практически влюбился и сразу тоже там спрашивал. Слушай, ну действительно, Монголия, она есть, ну, мы на карте знаем, она огромную территорию занимает. Ну, про нее как-то что-то мало Лук слышно, надо, да? может, подрезать так? Не, сейчас пока нет. Мы их просто... Не надо? Не надо. Да. Спасибо, мяса достаточно. Нет, еще опачки, вот так сделаем. И чуть-чуть еще, наверное, Они нужно. как стейк прямо это, уже так начинает схватываться. Схватываться начинает, ага. Ну вот так сделаем. Вот, я очень полюбил Монголию, потому что там очень красивая природа. Горы, степи, похоже на Якутию. Там Реки, лошадки, там да, яки рыбалка, ходят. там да, охота есть. чай с молоком, яка, вообще отличная штука. Всем рекомендую, если поедете, как бы попробуйте молоко. Немножко оно по вкусу другое, но очень вкусное. Вот. И люди там классные, открытые, такие же, как и мы. И прямо они смотрят на нас, как на своих родственников. Приходят, общаются Ну, примерно там. такие, поэтому. Ну, и все. примерно такие, и они прям, нет, они хорошие такие. Ну.
Не, ну в смысле, я имею в виду, что примерно мы такие, Да, они такие и все порции такие вкусные, хорошие. большие. И большие, Кушать да. они вообще мастера. Кушать они очень любят. И у них очень много мясного блюда. И вот они, когда мы приехали, они приготовили вот это блюдо, которое мне очень понравилось. Но там единственное, там был барашек. М. Но так как мы барашка как бы сегодня не поймали, получается вот Поймали мы корову. так. Поймали мы, да, буреночку поймали. Да, как-то вот чуть-чуть. Так, Сейчас разложение Семен идет. сделает, как надо. Раскладывание. Побольше, да, вот мясо, чтобы закрылось слоем лука. Цель такая. Сразу чувствуется рука профессионала, который... Да, что-то там так сделал. Да, да. Хоп. Ага, вот так делаем, вот так делаем, вот так делаем. Сейчас накроем еще мясом. Да, еще накроем мясом. А соль, И перец, косой. Соль, потом- перец в конце, да. Потом уже как бы это... Да, потом дадим водички добавим, да. Добавить пряности и этого. Следующие камни. Следующий камень на ужин большой. Исп- И сорянчики. Так бы лежали, а тут они пользу Да, приносят. тут они как бы... Ой-ой-ой, прям чувствую, сейчас запах пойдет. Вай. Вот Слушай, так. мне разрешают фотки делать, да? Ну, я тоже. Да. О, запах пошел, чувствуешь? Прям огонь. Отлично. Так, Опаньки. Вот это товарища надо немножко подрезать, да. располовинить. Сейчас будет нормально вообще. Ой-ой-ой. Слушай, я боялся не влезет, все нормально. Всё Тут нормально, всё вот эти прям. два куска сюда и влезут, и все будет. Классика. Кидай. А вот сюда. Еще, да, мясо? Не, все, хватит. Лучок, Еще и лука. побольше лука. Давай сюда. Так. Ну, я так понял, покушать ты мастер, несмотря на Я твой такой покушать я спортивный вид. люблю. Ну, я как бы, да, стараюсь как бы не есть вредную еду, не жарить, не варить. Но когда ты приезжаешь домой в Якутск, я ем все. Потому что по-другому нельзя. Значит, и якутская кухня неравнодушна. Да, вот так делаем. Кухня какой страны может быть, да? Или какая кухня тебе больше импонирует? Ну, мне кроме как бы, якутской, конечно. да, я как бы люблю якутскую, русскую кухню, потому что мы уже как бы, ну, слились, мы выросли на этой кухне, вот, пельмени, борщ, там, солянка, это все наше Пироги, родное. ну, конечно. Пироги, да, пирожки Как бы всякие разные. Ну, и больше, как бы, я люблю, наверное, паназиатскую, наверное, я там склоняюсь, всякие, ну, частенько готовлю, ем. Все, вот это 3-4 мог их Слушай, раздавить. газ не такой сильный, да, но он на Да. самом сильном огне стоит. Нормально? Нормально, да. Нормально. А, у нас же камни, что с ними будет? Да, С маслом. да. Ничего не прилипнет, ничего не Да, это. так, у нас водичка. Водичку принесли Сейчас горячую. мы да. Кидай Подогнали. сверху. Да, отлично. А, заливаю? Да, наливать где-то половину. Ох-хо-хо! Жарим, варим. Вот это готовка. Камни разговаривают. Да, камни разговаривают, все. Камни одобрили нас, давайте. Ну, половину залил еще? Да, все нормально, хватит. Нормально. Слушай, я еще Поперчим, посолим хорошенько. И оставляем, сейчас закроем крышкой и оставим на, ну, как бы 30-40 минут. Это перец все? Это перец, По-моему, да. соли мало. Ну, потом еще Мне можем кажется- мне добавить, кажется- можем еще добавить. Ага. Вот все. Хоп. Закрываю. Закрываем, да. Закрываю, засекаем ждем. время. Итак, друзья, мы взяли немножко паузы. Блюдо у нас томится еще. Ну, Да. сколько? Минут еще 10 осталось, да? Ну, Потому да, что, да, где-то она так. должна долго томиться, да. Плюс-минус. И, как говорится, Костя, с чем бы нам еще поговорить, да? Такой вопрос у меня созрел. Собственно, я его заранее подготовил. Вот. Но нет лучшей импровизации, которая заранее подготовлена. Вот, скажи, пожалуйста, и ответь на такой вопрос. Как сторожил, скажем так, уже и Первого канала, да, и как человек, который уже очень-очень долго работает с телевидением и проработал и в других странах, и в других телекомпаниях, и на Первом канале, и у нас, да. В чем это отличие? Может быть, есть какие-то там, ну, не знаю, Да. принципиальные отличия? Может, они профессиональнее? Может быть, действительно, там мы годимся где-то там? Нет, смотри, как бы, как в любом деле, там
Отличия, конечно, есть. Да, Мгм. японская машина, корейская машина и наша, как бы, ну, скажем, там, УАЗик, наш Так, УАЗик, да. Ну, все понятно И ты, теперь. и ты как бы сравниваешь. Ага. Понятно, там менталитет совсем разный у разных народов, и получается, что, например, у японцев я научился к одной хорошей вещи. Мгм. Когда каждое утро корреспондент заставлял вытаскивать камеры, штативы, аккумуляторы, радиопетли, короче, весь звук, все, что с чем мы выезжаем, все оборудование он проверял. И это мы делали каждое утро. Первые полгода мне это бесило жутко, потому что мы вчера проверили, и никуда не уехали, значит, техника лежит, никто не И ничего, трогает. Всё. да, никто не трогает. На другой день опять мы так должно проверяем. быть. Ага. Так должно быть. Поэтому у них все летает, все, когда надо, работает. Ну, то есть технологический цикл, они, ну, Они придерживаются прямо на 100%. Вот, и это я взял на вооружение через несколько лет. Если я выезжаю куда-то, я прям все на пол, все раскладываю, камеры, Покажи, аккумуляторы, где, там, чик-чик-чик-чик, где вот это, да, где где, микрофон, где запасной аккумулятор? где типа? аккумулятор, где батареечка, заряжена, не заряжена, проводочек не оторвался, не отошел, все проверил, все, и у меня все летает, все снимает, все нормально И получается. никаких И форс-мажоров. никаких форс-мажоров, да. И еще момент такой, что в любом деле, как бы, где бы ты ни был, если у человека глаза горят от своего дела, которым он делает, он зарабатывает, там, например, Семен вкусно готовит. Если он это дело любит, он будет стремиться стать еще лучше. Да. Да. Вот, и вот если огонек этот есть, то... Внутренняя мотивация так, некая, да? Мгм. Да, и человек сам развивается. Сейчас там тенденция идет такая, что даже как бы людей берут с образованием не по профессии. Вот. А человек просто очень хочет знать, уметь, и он знает и умеет, чем М. у кого как бы диплом иногда и не смотрят. Грубо вообще. говоря, как бы не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать. Вот именно вот такая Именно так, история. да? Ну, да. то есть мотивация, и все, я пошел. Да. Хочу быть, и все, да? Если ты любишь и хочешь этого сделать и добиться, то реально вот это как бы, это я всем пытаюсь говорить своим, ну, родственникам, друзьям, кто помоложе. Понятное дело, никто не слушает. Ну, если спросят вдруг советы, да? Ну скажем да, так. да. Ага. Ну так же я как бы, мне тоже старшие говорили, я всегда как бы, и Тёгонер, что там говорить, ничего не Да-да-да. буду это. Вот. А мне как раз вопрос к Семену, вот похоже ли это блюдо на какое-то и как бы за счет чего мясо будет вкусным? Я надеюсь, что будет вкусным. Ну, это получается вообще классическое использование казана. Вообще сам казан это у нас классический такой технологический аппарат, как говорится, да. Но Толстая вместе с стенка, хороший камнями, жар, да, потому что как говорим, что камни у нас впитывают тепло. М. И если это отдаться чуть-чуть к истории, если даже, как говорит, костер он уже потух, камни еще держат тепло М. внутри, получается. Теплоемкость И, очень большая. да, и теплоотдача еще продолжается. И тем самым, даже если после, как говорится, костер потух, Мгм. э, технологический процесс сам тепловой, он продолжается. Мгм. Ну, то есть именно вот это томление при определенной температуре, чтобы равномерное все. Там в Вот такая оригинале тема. еще как бы рекомендовали с костра достают камни вот эти обожженные, горячие, черные вот в копоть, и их туда кидают, и туда мясо надо. Тогда появляется какой-то свой привкус. Ну, как бы, Ну это как в борщ, вот как это уху там, да, либо в уху, там, да. головешка, короче, да, головешка, типа из той же истории, да. Ну. Ну, даже вот есть же такая байка, что те же монголы шли на битву, а казаны оставляли. Начинали готовить, шли на битву, приходили, у них все готово, Всё готово. теплое, и они уже начинают кушать после битвы. Ну, и Поставили, ушли воевать, Пришли. несколько народов перебили, приехали, а уже готово, и да, короче, стоит. Ага, анекдот про еду, можно я как бы врежусь. Короче, приезжает доставщик пиццы, звонит в дверь, квартиру открывает маленький мальчик. Так. Вам кого? Такой смотрит. Мама, папа дома? А как вы думаете? Вот. Ну, Так, это- у нас это овощи есть немножко. Да, овощи нам нужно будет их просто разрезать, и когда мясо будет готово, мы при подаче, ну понятно, как бы Подготовить. белок нам нужно, да, всегда есть. надо, да? Как Я- мы режем? Ну, С клетчаткой. как вам угодно, да. Это будет, ну, типа нарезка салата. Нарезка, как бы, да, овощная Салат. нарезка к мясу. Вот. Я только вот недавно учился, был в одном месте, скажем так, и хорошие люди, умные люди подсказали, что, оказывается, мясо надо всегда есть с кучей зелени. Зелени. Мы, как да. бы, я же якут, я ем много мяса, а зелень я практически как бы никогда не ел.
Сейчас вот я даже проверил себя, подумал, давай-ка я поспорю с Константином Усва- Анатольевичем Стручковым. Да. Давай усваиваемость, поспорим, ты да? можешь ли без мяса жить месяц? Я сказал, да, могу. И ровно месяц я ел только овощи. И что фрукты. случилось? Просто все нормально, все, оказывается, можно спокойно. Ну, все равно, наверное, скучаешь. Не, скучаешь, конечно. Я просто знал, что я прилечу в Якутск, и я знал, что здесь много мяса и вкусного мяса. Поэтому месяц я потерплю, приеду и... С места в карьер, короче. Теперь вот, да, теперь я отрываюсь. На-на-на. Получается, сам готовить то, чего не любишь, да? Да, обычные вещи я готовлю всегда, как бы кашки там на утро, там на ужин, ну, борщи, солянки, то, что мы едим и ежедневно. Вот это все как бы... А есть какое-то коронное блюдо? Коронное блюдо у меня есть, я очень люблю семгу. Надо семгу брать прям хорошую-хорошую. И это очень быстро готовится. Очень, у меня есть пароварка, она, правда, старенькая, но туда капустные листья, стейк семги просто кидаешь, без масла, без ничего, просто. Все закрыл, поставил на 25 минут, через 25 минут, плам, ужин готов. Прям правильный, нужный. Очень обожаю. Только семга уже больно дорогая стала. Ну, как говорим, просто. Еще Да. раз. Просто и... Вкусно. Просто и вкусно. Просто Просто и вкусно. вкусно. да. Просто- Получается просто и вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно. Слушай, ну, я не могу, опять же, еще один вопрос задать, да, забегая чуть-чуть назад, ну, может быть, еще много сильно назад, да. Сейчас же очень популярны социальные сети, всевозможные блогеры, все прочие, вайнеры, да. Я знаю, что ты был Да, но мы... одним из самых первых. Да, мы когда, Первопроходцев, да, когда мы работали ребятам, хорошо пахнет. Так. Когда мы работали на телевидении, на МВК СХ, я работал в новостях, и параллельно с Анатолием Кириллиным мы начали с Чекой, который как бы... Чека, с Чека, кстати, Чекой. был здесь. Да? Да. Опередил меня. Чека опередил. Ну. Вот. С Чекой мы снимали программу «Саниланга», там, типа, там, как бы мы посидели, рыбу почесали. До этого мы еще слетали в Москву. Нет, мы начали снимать, потом слетали в Москву и показали свою программу коллегам из других каналов. Вот. Все копировали, все прям говорили, молодцы, там, грязи. Многие помнят. Да, копировали. Ну, программа шла, она как бы очень пользовалась, но не хватало времени. Мы делали программу, вернее, новости, работал на новостях, а ночью, после работы, после 7, после 8 мы снимали у Саниланга, и мы разрывались. Ну, понятное дело, пока есть огонек, желание, интерес, мы какое-то время делали, и потом даже мы деньги зарабатывали, там, рекламу ставили туда-сюда, и потом что-то пришла усталость, и творческий тандем распался. И программа не Ну, перестала. сейчас Чека идти. продолжает еще снимать. Чека продолжает сниматься, да, я вижу, как бы он пошел своей дорогой, как бы, а я пошел другой своей дорогой. Я снимаю, он снимает. Вот такая история. Так, ну, работу мы коснулись. Давай теперь про увлечение. Как же Увлечение. отдыхает, кроме путешествий, Константин Стручков? Увлечение. На самом деле, как бы, когда ты живешь в большом городе, город динамичный, ты очень устаешь. И работа, на самом деле, не такая простая. Все думают, тут ты пришел, оператор камеру поставил, рек нажал, и отлично, все хорошо. Нет, это как бы большой стресс, особенно там ты ездишь, там новости снимаешь, пресс-конференции, то все. Ответственность, да, ведь? Очень большая конкретная. ответственность, да, если ты еще как бы мега ответственный внутри себя, чтобы не опоздать, чтобы не подвести других, чтобы плохо не, чтобы надо хорошо снимать, ты все время как бы занимаешься, да, сам себя как бы постоянно держишь в ежовых рукавицах. Я как отдыхаю, очень просто, я беру книжку, сел в машину, выехал из города, сел где-нибудь, тихое место нашел, с термосочком, чаечек, книжка, прям релакс. Час посидел, полтора, ну как получится, по настроению. Ничего Вот себе. как бы очень мое любимое занятие. И очень я люблю там выехать, посидеть, чаек попить, просто понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Знаете, воробьи, уточки плавают, не знаю, веточка, ветерочек. Вот. Потом приезжаешь уже с новой силой, ты отдохнувший. Ну, Семен, наверное, тоже так делает. Вижу по глазам. Задумался. А как я отдыхаю, задумался Семен. А я как отдыхаю, где я бываю? Где я бываю? Так, Вот. мы проверяем, да? Да, давайте проверим. Доверимся. Аккуратизм. Уа! Жарится, варится, все кипит. Но пахнет Аромат вкусно. у нас отличный. Да. Так, давайте мы немножко добавим. Мы опять взяли немножко паузы, и вот наконец-то наступает долгожданное время. Уже, по-моему, Вот-вот. блюдо наше уже должно же быть готовым, же, да? Вот, Да. вот. Давай, Открываем. Семен, проверь. Последние штрихи, так сказать. Ну,
Аромат у нас, как говорится, божественный. Да, кипит, 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 Все у кипит, нас кипит, готово. кипит. Можно уже, Дегустацию сделать. да. Ну, потихоньку вытаскивать и сервировать, да? Семен, я предлагаю все-таки как профессионалу этим тебе заняться, да? А у меня вопрос к Косте. Да, да, я здесь еще. Да. Слушай, вдруг, если ты не знаешь, да, мы сейчас находимся в Ленских столбах. Ой, где это? На турбазе Ленские столбы. Вот Ленские столбы, собственно, Красота. друзья. Вот. В связи с этим вопрос. Да, сейчас довольно-таки остро стоит вопрос именно туризма, внутреннего туризма, обмена туристами и все прочее. Да? Мы сюда. Давай, да. Вот как человек, который в Якутии жил долго, там уже еще успел пожить, да? Насколько сейчас, ну, на твой взгляд, скажем так, узнаваемость Якутии, именно бренда Якутии, наших достопримечательностей, ну, ты же наверняка ты с многими народами общаешься. Да, в Якутии на самом деле, как бы, когда первые годы, когда я уехал из Якутска, из Якутии, то люди спрашивали, ты кто Да, будешь? Я да. говорю, я из Якутии. А это где? Да, да. Были и такие, как бы, ну, сейчас А вы, просто... сейчас вас спрашивают, а вы из Казахстана? А вы из Ну Бурятии? да, да. Я говорю, угадай, а говорю. мне Кыргыз, Мыргыз. Да, Кыргыз, Мургыз, Вот, да. а это. И сейчас вот мы находимся на... Очень я рад, что люди построили такую прекрасную туристическую базу Ленской Да. столбы. И прям это визитная карточка Якутии. Тут Когда ты великолепно. общаешься, люди очень много спрашивают про Ленские столбы. Они сразу говорят, у вас холод, у вас Ленские столбы. Я говорю, да, у нас Ленские столбы. А когда и база появилась, можно говорить, и у нас, и теперь можно прилететь и отдохнуть прекрасно. Вот. Ну и понятное дело, все знают про холода, но про зной никто не знает. Когда ты говоришь, что летом у нас жара, там сено косил, они слушают тебя не как верят. будто бы, да. Да. Как будто это У лапшу вас же все вешают. время холодно, говорят, ну. Ага. Ну вот и говорят, кто общался с Якутском, людьми с Якутска, с Якутии, вернее, они всегда почему-то говорят, что был такой классный парень, он из Якутии. Звали его Александр. Вы его знаете? Я говорю, ну, как бы нас не 3 человека, там 3 якута. Вот. И почему-то вот, ну, видимо, еще кто уехал отсюда, они очень с теплыми словами вспоминают. Вот в Якутии, вот мы там были. Вот так вот. Теперь очень хорошо узнают. Да, мы сейчас немножко, история повернулась в обратную сторону. Раньше мы хотели, чтобы про Якутию говорили, писали, там, снимали. Сейчас, наоборот, все хотят приехать, все хотят снять. И Очень иногда много. и меня просят, Турпоток организуй. растет, статистика, Да, по крайней мере, найди, так там, говорит. договорись с кем-нибудь, чтобы нас встретили. Ты. Но не всегда успеваешь, и поэтому как бы иногда приходится отказываться. Вот, маленький Семен тут. Семен тут просто просто божественную просто, красоту да. наводит, и я думаю, что это будет просто вкусно. Так что вообще. да, так что да, вот иностранцы тоже как бы знают, но они знают не прям Якутию, они когда говоришь Якутия, это Сибирь. Сибирия. Да. И причем они очень хорошо знают, что у нас есть. Даймонд, золото, Даймонд. а это они четко знают, у вас там это есть. Ну-ну-ну. Вот. Ну, наш Даймонд это люди, само собой, в том числе прекрасные повара. Главное тут не спутать мясо с камнями. Камнями. Ну, Вот хорошо. эти камни потом достаются и кладутся в хороший ящик на кухне, в том для следующих ну гостей. они как бы- Да, и потом они Ну да, начинают... да. Они тем более такую уже и вторичную термообработку уже прошли. Ага. Так что вот. Как говорится, мы после передачи можем и массаж. Ну, с горячими камнями, да. Да, с горячими камнями. Тем более же у нас сейчас такая уже поздняя осень, скажем так. Опачки. А у Семена есть любимое блюдо? Может... У меня, как сказать, я любитель якутской кухни вообще. Ага. Симпатизирую азиатскую. Мгм. Ну, как вы. Тоже сейчас тенденции у нас кавказские, ближневосточные кухни мира. Тоже нравится мексиканская кухня. Мексиканское? Да. Буррито? Буррито, да. Но бурритом она не заканчивается. Да. И не начинается, как говорится. Так, ну вообще, мне нравятся вот такие вот тоже блюда, походные, как говорят, мужские. Вкусно и просто. Да, вкусные просто. Брутальные, да? Да. Вкусно и Так, просто. ну что ж, мы в принципе, Давайте я каждому тарелочку предоставлю. Прям такие тарелки. Ха-ха-ха, держи. Тарелочки. Костя, держи. Спасибо. так, это мы, Это, по-моему, можно прикрыть, да, уже? Да. Пусть она еще дотамливается, потому что у нас
съемочная бригада с голодными глазами стоят, смотрят просто. Потому что мы это все будем доедать обязательно. Мы берем перчик, лучок, Так, лючок мне, пару пожалуйста. свежих помидоров. Перцы. Кто хочет нож, тому есть. Ну, у Тимена есть. Давай, посеть тебе. Было бы отличная идея вообще бульончика добавить, да? Да. Ну, это потом. Бульон потом, да? А китайцы же говорят, бульон вообще не пьют. Корейцы? Китайцы, ага. Китайцы? Они сначала, Мы вот можем. да-да-да, они считают, что это. Сверху слегка поперчить и досолить. Мы это крупно показали. Дай мне перец, пожалуйста. Я свое блюдо хвалить не буду, но мне очень нравится. Так и должно было получиться. Ну что, господа, как там у нас? Семен, ты как эксперт? Как получилось? Додержали, не додержали. Правильно ли место выбрали? Нет, говядина очень хорошо подходит здесь. То, что мы ее томили с овощами, надо прям на своем бульоне. Камни тоже все-таки способствуют улучшению вкуса. Но если мы бы делали бы это на живом огне, прям, Почему бы? оно бы дало немножко своего дымка все-таки. И я думаю, было бы еще прям Эпически. эпически. А еще бы из баранины сделали. Ага. А еще и жеребятина. А если из жеребятины? А вот думаю, что наши вариации тоже подходят. Люди могут посмотреть и в походных условиях. Да, и дома можно, мне кажется. Дома тоже можно. Да, что у нас камней мало, что ли? А мне кажется, самое вкусное в этом блюде это сама готовка. Да. Все сразу ну, то есть сам процесс. камень, Да, нож, да, все да, такие да, вокруг потому что- стола бегают, готовятся. Сам процесс. Процесс, да. Да. Ну, то есть с пацанами собраться и сказать, ребята, смотрите, что я могу. Да. Ну, в принципе, это же вообще не сложно. Вкусно и просто. А то Да, как бы просто- уже про- одно просто вкусно, блюдо ну. есть такое. А давай до конца передачи стоять и кушать просто. Давай. Мяса много. Я бы еще сюда капусту добавил бы. Накрыть капустой. А, Вот Капустным получается. листом, да? Да, вот так накрыть. И тогда еще лучше было. Костя, Это мы про хобби, твои увлечения проговорили, да? А как человек из Якутии, как ты относишься к нашим национальным этим увлечениям охоте и рыбалки? Ну, я как настоящий якут, я очень люблю рыбалку и охоту. Но в последнее время как бы мне немножко жалко животных, потому что ты когда живешь опять-таки в других регионах, там, ну, ты видишь животных близко, всякие экологические тропы, то и сё там. И поэтому, если я приезжаю на охоту, то я хожу, все тяготы переношу с парнями наравне, но когда дело доходит до стрельбы, я не стреляю. И не забываем, что я много лет занимался полевой стрельбой, был чемпионом как раз республики среди школьников, среди взрослых. Рекорд даже у меня стоит с открытой планкой, с трехлинейки стреляли на 100 метров в грудную клетку без коррекции. То есть дается 3 пробных выстрела, ты стреляешь, приходишь, смотришь, куда попал, И стреляешь, да. отходишь и 10 выстрелов. Я выбил 94, по-моему. Очуметь. Ну, с открытой планкой это очень много. Да. И, ну, то же самое с рыбалкой. Мне как бы, ну, рыбалка менее люблю, чем охоту. Охоту я просто обожаю. Сам процесс, когда сбора, сам созвон с друзьями. Ты что берешь, я беру это, у меня да это есть. И когда, друзья, мы встречаемся с друзьями, мы начинаем с того, что у кого что новое появилось. У меня новый нож якутский, вот мне подарили, или там я добыл, там купил термос какой-то, вот такой, чего крутой. У меня свет какой-то крутой. У меня оптика, вон, смотри, какая там, такая-то, какая-то. Вот с этого начинается потом, ну, мы устраиваем какие-то игры, ну, такие
по секрету скажу, у нас есть рогатки, мы стреляем из рогаток. Балуйтесь. Перед балуемся. Ну, вспоминаем детство, это всегда как бы раскрепощает людей, это всегда как бы, ну, добавляет изюминку. Наверняка это еще внутренними какими-нибудь соревнованиями, да? Ну, На фантике. да, типа того, да. Кто первый пойдет, либо кто там принесет там воды, Да, да. наберет. Кто, там, кто проиграет, тот кто посуду проиграет, моет. тот пошел, да. Вот. И, ну, как-то вот, да. Поэтому охота немножко как бы форму немножко поменяла, там до коровы у меня не доходит, ну, понятно, когда там есть добыча, там то все, там сидишь за костром, там, ну, это очень классно, очень приятное ощущение и прикольное. Опять же можно с камнями их Опять, что-то опять, приготовить. опять же можно, да, я могу встать у плиты, там, Или парни наоборот. раздобыли, там, У кого-то оптика, у кого-то свет, да? Ага. А у меня камни, да? Это что такое? из кармана достал камень, у меня камни. А вот. Ну, обожаю колесить, обожаю рулить, обожаю ездить, там, приехал, уехал, просто даже вот, ну, но ходить тоже как бы, это, в этом есть прикол, когда ты идешь, ну, 1,5 литра воды, рюкзак, болотные сапоги, тигр несчастный, тяжелый, 2 обоймы, собаку бежали, ищешь зверя, ну, есть в этом очень Ну, своя прелесть, своя конечно. есть, прелесть, ты особенно Кто, когда ты как говорится, кто возвращаешься. понимает, тот понимает. Да. А кто не понимает, никогда не поймет. Да. Ну что ж, друзья, подытаживая, мы сегодня вместе с Константином Стручковым приготовили очень диковинное для До сих меня пор готовится. блюдо. Оказалось просто и действительно очень вкусно. Костя, спасибо тебе большое за то, что ты нашел время, пришел к нам, приехал с нами вот на Ленские столбы. Мы находимся, еще раз подчеркиваю, на турбазе Ленские столбы. И у нас тоже есть традиция, которую ну, никак нельзя нарушать. Мы в конце передачи даем обычно слово, пожелание нашему гостю. Пожалуйста. Опачки, неожиданно, нежданчик. Ну, как бы, во-первых, спасибо вам, что пригласили. Приятно пообщался с ребятами. Вон с Семеном познакомился. Буду звонить и писать, если что-то не Да. пойму, что-то нужно, совет нужен будет. Вот. А телезрителям я пожелаю любить свое дело, любить своих родных, близких. И самое главное, берегите себя. Надо заниматься собой, своим здоровьем. Для этого нужно есть правильную и вкусную пищу. Как передача, просто вкусно. А я скажу, наша передача подходит потихоньку к концу. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Напомню еще раз, у нас в гостях был сегодня Константин Стручков. Приветствую вас еще раз, турбазы Ленские столбы. Будьте здоровы, друзья, кушайте правильно, просто и вкусно. Ну Ура. а мы что? Мы давай, Мы долетай, доедаем. ребята, давай, долетай. Наконец-то без камер можно спокойно покушать.